Испытано на себе. Как часто вы в своей жизни применяете актерское мастерство? Когда вы не хотите выходить на работу и вам нужно прикинуться, допустим, больным, как будто бы вы затемпературили. Что вы делаете в этом случае? Получается ли у вас хорошо сыграть? Поверил бы вам Станиславский. Друзья, меня зовут Полина Доленская. Эта программа «Испытана на себе», и сегодня мы попробуем себя в курсах актерского мастерства. Между прочим, эти курсы проходят из первых рук, потому что занятия будет вести настоящий актер нашего русского драматического театра. Все за мной. Импровизировать, вы понимаете, что просто сходу это очень сложно. И как раз импровизация, она как и наши мышцы, как разум, это все, она им тренируется. Ее нужно тренировать, и тренируется она за счет всяких разных упражнений, которые мы сегодня с вами затронем. Но я хочу вас предупредить, мы сегодня сделаем маленькую дурку. Это называется действие, очертя голову. То есть я буду что-то вам рассказывать, может быть, здесь будет кто-то выступать, да, что-то делать. Но тот, кому я повернусь и скажу, действие, очертя голову, должен моментально встать и что-то начать мне показывать. То есть существовать. Не знаю, что вы будете делать, да? Может быть, вы покажете мне миниатюру, или, может, вы мне покажете животное, или вы мне покажете какую-то атмосферу вокруг вас, без разницы, что, но думать нельзя. Все двигаются хаотично, да? То есть я хожу как хочу. Вот сейчас вы должны начать существовать в броуновском движении, вот в формате вот этого небольшого пятачка, ходить как хотите, но знать, что вокруг вас есть люди. Натыкаться, врезаться нельзя. Ощущайте своих партнеров, ловите их, мониторьте, кто куда направляется. Итак, броуновское движение. Да, даже передвигаясь, вы должны их ощущать спиной, где кто находится. Квадрат. Почти. Почти. Тяжело. Ладно. Броуновское движение. Броуновское движение. Полукруг. Так. А теперь постарайтесь менять еще темпоритмы. То есть от быстрого к медленному. Квадрат. Хорошо. Броуновское движение. Я зритель, да, и полукруг должен быть для меня. Полукруг. Идеально. Да? Спасибо. Пока давайте сядем. Я вот дам эту зажигалку вам. И вы должны будете мне начать рассказывать ее историю. Да, то есть, что это за зажигалка, как она жила, какая у нее жизнь, счастливая, несчастливая. Но как только почувствовали, что ваша история, импровизация начинает заканчиваться, передаете следующему. Следующий продолжает уже существующую историю, дополняя туда свои какие-то моменты. Посмотрим, что из этого у нас получится. Взяв ее в руки, он все понял. Потому что долгое время он искал в этой жизни свой путь и свое предназначение. То же самое делала и эта маленькая зажигалка. Она очень долгое время пролежала в темном углу, не знала, для чего она есть. И тут она попадает в руки мальчику, которого сразу осенило на уровне интуиции о том, что именно это поможет ему в дальнейшем в своей жизни. Вы спросите меня, что же он сделал с ней? Он покрутил, повертел ее, зажег и понял, что курить вредно. Курить вредно, но ведь огонь от этой зажигалки может очень многое сделать. Например, он может зажечь свечу, которая поможет наполнить его дом ароматом, прекрасным, замечательным ароматом, и порадовать близких. Ага, все, спасибо. Молодцы. Да, вроде бы зажигалка. Вообще предмет, который можно найти на улице. Но сейчас благодаря вам и вашей импровизации вы устроили целую жизнь этой зажигалки. Да? То есть она стала уже не просто неодушевленным предметом, а предметом с историей, которую вы симпровизировали. Кому-то тяжело, да, дается импровизация, кому-то легко. А теперь давайте еще немножко с вами поимпровизируем, но уже нашим телом. Следующее упражнение, которое я вам предлагаю, это оно называется... У него много названий, мне больше интересно называть это скульптурой.
да, ну кто-то называет фотографией, еще как-то. То есть задача какая? Сейчас я кого коснусь со спины, да, выходит сюда и решает, какую он хочет, не говорит нам, выходит и занимает какую-то скульптуру, там, не знаю, комсомолка, да, что угодно. Второй, он не знает название этой скульптуры, что показывает человек. Когда я его коснусь, он выходит, примерно смотрит, что здесь происходит, и добавляет как свое тело, как элемент этой скульптуры. И вот так вот в совокупности должна быть общая тематика вашей скульптуры. Понятно? То есть общая формация, да? Общая формация, то есть исходя от заданного первым человеком, ты добавляешь себя, но не разрушая какой-то его рисунок, о котором ты даже не знаешь. И вот так каждый добавляет какие-то свои элементы. Хорошо? Попробуем? Давайте начнем с вас. Ага. Круто. Спасибо, сняли. Сейчас вы импровизировали в формате, я не знаю, что происходит, да, но общий смысл картины прям был шикарный, да, то есть у вас была одна тематика, у нее была определенная атмосфера. Давайте еще раз попробуем, да. Самое главное — атмосфера, потому что она решает вашу финальную картинку. Если есть вот это, причем мне что понравилось, вы все были видны, да, все сразу поняли, так, у нас зритель там, начинай. Есть, да? Ого. Давай. Хорошо. Давай. Молодцы! Круто! То есть сейчас мы с вами попробуем придумать миниатюру в формате нашей скульптуры. Но кто-то один выходит и начинает существовать. Я дам вам тему. Начинает существовать. Выходит второй, подключается к этому существованию. Выходит третий, вы не разговариваете, слов здесь нет. То есть все молча должны существовать. Миниатюра не заканчивается, пока я не хлопну. То есть поймите, что это не значит, что вы должны выйти, один раз что-то ударить, и на этом я как бы сыграл, я все. Да? Нет. Шоу должно продолжаться, пока я вас не остановлю. Давайте возьмем за старт ограбление банка. Да? То есть вы все будете сейчас грабителями. Банда грабителей, которая проникает в этот банк. Я вас хочу попросить, не спешите. Да? Очень часто люди делают как? Мне нужно взломать дверь, и как это у меня происходит? Да, ну в жизни же это же точно же так не будет. Постараемся быть максимально точны и близки к тому, как бы это происходило на самом деле. Всем все понятно? Так, кто хочет начать? Давай. Начинаешь отсюда или отсюда, выход с любой стороны, где тебе угодно. Сами нафантазируйте, да, степени защиты, уровень опасности, камеры, то есть очень много всего и очень много сложного. Да, постарайтесь это все учесть, когда будете добавляться на эту площадку и задавать свой рисунок. Как будешь готова, по твоему хлопку мы начинаем.
Сработала сигнализация. Спасибо. Круто? Очень хорошая, слаженная импровизация. Самый прикол, большая часть из вас даже не знакома. Да, вы об этом даже не задумывались, потому что вы как-то стали в одну секунду какой-то дружной командой у вас, соучастниками. То есть у вас не было ощущения, зная этих. Вот представляете, вы идете по улице, тут с вами идет абсолютно незнакомый человек, и ты с ним неожиданно начинаешь что-то делать. Ну, это же бред, да? Но вот именно здесь это возможно, когда абсолютно незнакомые люди начинают командовать. Молодая девушка, да, за собой уже повела целый народ, и это смотрелось прям как настоящий такой спектакль. Давайте так, предложите вы тему, на какую мы еще раз попробуем поимпровизировать. Что интересно вам? И так они стояли, сидели 3 часа. Летний парк. Летний парк. Хорошо, возражения есть? Мне нравится. Парк хорошая идея. Давайте, парк – хорошая идея. То есть сейчас миниатюра такая простенькая, без экстрима, летний парк. Но сейчас я хочу вас попросить, тема как бы простая, да, летний парк. По факту летний парк я могу показать. И все. Но попробуйте и больше включить фантазии. Больше импровизировать, не сдерживать. На таких занятиях это очень круто, потому что максимум включить можно только здесь. В жизни вы всегда импровизируете здесь и сейчас. То есть вы понимаете, что вы не можете переборщить. Вы иногда боитесь переборщить, потому что если вы перефантазируете, вы будете неорганичны и не настоящие, и будете пойманы. А здесь попробовать узнать максимум своей фантазии, как бы, это очень круто. Так, летний парк. Ночка темная, какие звезды яркие, какая неуемная, моя любовь к тебе. Ты думаешь, никчемная, и, может быть, и не жаркая, колено преклоненная, я девочка в себе. И теряю голову от любви смоду. Я такой любви к тебе боюсь даже дышать. Увидеть я тебя хочу, да по любому поводу. Чуть-чуточку и рядышком с тобою постоять. А звезд на небе не сочесть. Такая сегодня ноченька, такая вот, как я. Ага, спасибо. Молодцы. Я давно чем-то интересным не занималась. Как давно ты занимаешься уже? Именно актерством? Да. Ну, получается, можно сказать, я всю жизнь играла и что-то фантазировала себе. Так что практически всю жизнь, можно сказать. Как тебе это помогает в повседневной жизни, в учебе, в общении с друзьями, с родителями? Я как-то легче все воспринимаю, как будто больше эмоций выпускаю из себя. Какие твои дальнейшие планы именно с актерством и с этими курсами? Я вот думаю либо поступить на актерское мастерство, либо просто использовать новые знания, чтобы общаться с людьми, быть более раскрытой, раскрепощенной. Но я считаю, что начинать никогда не поздно. Можно и в 80 лет пройти курсы, любые, какие только возможно. А меня на эти курсы привело любопытство. Мне было очень интересно попробовать себя в чем-то новом, так как моя деятельность основная заключается в работе с людьми, с очень большим количеством людей. И я считаю, что актерское мастерство, оно всегда помогает в общении. Так как я по себе человек очень спокойный и закрытый, а вот эти курсы дали мне возможность, несмотря на свое внутреннее ощущение, все-таки вести себя с людьми более открыто и более
ярко, что ли. А бывает ли импровизация в твоей повседневной жизни? Да, конечно, она сплошь и рядом. Приходишь на работу, какая-нибудь непредвиденная ситуация, тебе ставят какие-то рамки, которые ты должен срочно, прямо здесь и сейчас из этих рамок выйти. Поэтому импровизация, да, это очень важный момент в жизни, и нужно уметь все-таки, да, выходить из любой ситуации. Давайте теперь попробуем включить слова. Да, поимпровизируем со словами. Я предлагаю сейчас вам придумать, буквально минутка, собраться с мыслями, ситуацию, в которой вы бы одни могли разговаривать. То есть, я не знаю, разговор сам с собой, разговор по телефону, да, разговор там с Богом или еще с чем-то, да, разговор с животным. Но в том плане, что вам не должны там отвечать, что это может быть разговор одного человека без ожидания какого-то ответа. Либо, если по телефону вам могут там отвечать, и будет логично, что мы этого не слышим, как зрители. Подумайте. Действие, чертя голову. Ага. Хорошо, спасибо, похлопали. Молодец. Быстро включилась. Подумали? Давай начнем с тебя. Выходи. Сейчас вот этот твой разговор сам с собой, да, или с кем-то, но все твои слова должны начинаться на букву «П». Не думай. Прямо в бой. Это импровизация. Подумай, прямо подозрительно. Почему? Почему подарки такие прямолинейные? Прямо такие поразительные. Прекрасно. Превосходно. Хорошо, круто. Сегодня наше совещание событийное состоится сейчас. Ты сложную форму выбрала. Полин, ты сложную форму выбрала, потому что это ты доклад читаешь. Слушайте. Слушайте. Слух случайно словил словоформу в стихотворении. Хорошо, похлопали. Вот сейчас была выбрана сфера общения доклада. А тут, ну, сами понимаете, есть определенная скорость, определенный темпоритм. Вот я с вами говорю, и я понимаю, что если бы я сейчас перешел бы только на одну букву, я бы не смог бы и половины бы вам рассказать, потому что там буква «З», к примеру. Здравствуйте. Занятие. Зажал! Да, и все, я себя ограничил. Я сейчас больше занимаюсь не импровизацией, а поиском слов на букву «З». А когда ты придумываешь себе удобную форму, вот, к примеру, у актеров есть амплуа. Да, есть амплуа — это трагики, которые... Ну, им удобна эта форма, они по жизни такие, то есть быть или не быть. Но дай трагику веселую, позитивную роль, вроде бы, ну, веселый, грустный, а у него внутри... Он всегда будет пытаться скатиться на удобную для него форму. Также и наоборот. Только создаете удобную атмосферу, удобная тематика, удобные предлагаемые обстоятельства, тогда и тело вам откликнется. Так, давайте. Действие, чертя голову. Хорошо, здорово. Я причем вначале даже поверил, я такой, что правда так тяжело? Круто. Так, вам я предлагаю букву «К».
кажется, красивая, компанейская. Катя красивая, Катя компанейская. Катя. Когда? Все, спасибо. Нет, это все хорошо. Мы сейчас только пробуем, мы этого касаемся и хотим что-то здесь. Действие, чертя голову. Ну, сразу же спалилась. Я понял, кому здесь сегодня скучно. Молодец. Спасибо. Самое главное, что пока ты сам себе не поверишь в том, что ты делаешь, то никто тебе не поверит. Когда ты начнешь... Вот почему люди, да, наверное, такое немножко особенно... Нет, не буду. Лидеры, да, возьмем лидеры. Почему за ними идут люди? Да, кто-то говорит, типа, давайте будем властвовать всем миром. Все такие, да, давайте. А почему? Потому что он верит в то, что он сможет к этому прийти. И люди такие, он сможет, мы ему верим. А он, может быть, там что-то фигню какую-то сказал, но в тот момент, когда он говорил, он в это верил. И люди за ним пойдут. Давай. Действие, чертя голову. Ох. А что так быстро-то? Хорошо, молодец. Так, буква П. Прохожий. Преступление. Походу. Посади. Причем тут Паша? Не попал. Хорошо, молодец. Понимаете, в импровизации она тренируется. Да, сейчас вы попробовали, где-то получилось, где-то не получилось. Но всегда очень хорошо импровизировать. Это, конечно, покажется глупостью, да, какой-то. Но ты, к примеру, сидишь дома и попробуй стакан превратить во что-то другое. Да, к примеру, это. Да, или что еще? Найди, нас как учили? Нам давали какой-то предмет на занятиях, ну, отправляли домой и сказали, обыграйте 50 вариаций этого предмета. Прям 50? Прям 50. То есть, и ты сидишь такой думаешь дома, ну, стакан, что с ним, чем он может быть, да, этот стакан? Ну, может быть, к примеру, ну, тут главная фантазия. Так, дамы и господа, отойдите от машины! Маленький рупор, почему бы нет, да, в моей фантазии это может быть. Чем он еще может быть, да, там, типа я такой робот. То есть и ты ищешь, тут без разницы. Главное, чтобы ты сам верил в то, что, ну, как ты обыгрываешь. И для развития импровизации вот дома, даже это не обязательно делать, да, там, сидеть вот так вот. А попробуйте, возьмите предмет мысленно и найдите ему, ну, может быть, не 50, может быть, 20, да, 30 вариантов, как бы этот предмет можно было обыграть, чем он может стать, этот предмет. И за счет этого ваша фантазия, она всегда будет гибкая, она всегда будет находиться в каком-то боевом режиме, и когда нужно будет что-то обыграть, она сразу же включится и вам в этом поможет. Вопросы есть? Какой предмет? Какой предмет? Нет, это вы выберите сами, это, так сказать, упражнение для вас, для вашего, так сказать, совершенствования в этом плане. Но если вопросов нет, то у меня на сегодня все. Спасибо вам большое. Вы очень крутые. Молодцы.
Я пришла в актерское мастерство не так давно, потому что оно как только создалось, я сразу же записалась, потому что Дмитрий Юрченко – это один из моих любимых актеров, и мне стало очень интересно сюда прийти. Вот. Первое твое впечатление, первые твои страхи, и как они развеялись, и что нового, может быть, ты для себя открыла? Ну, когда я пришла первый раз, было, конечно, все равно страшно и волнительно, потому что это новый опыт, который я буду таскать за собой. Благодаря Дмитрию я нашла то, что я действительно хочу. Я действительно хочу стать актером театра, кино. Это очень интересно. И давно хотела как-то связать свою жизнь с именно творчеством, искусством и тому подобное. Также, когда я только вот пришла, я думаю, Дмитрий Юрченко, это надо что-то вот уметь специально. Нет, он сам вас всему научит. Очень позитивный человек, очень открытый, дружелюбный. То есть с ним ты правда открываешься. У меня стало намного больше уверенности. Прям очень много. Мне стало более интереснее эта тема. Я стала сама саморазвиваться. То есть сама как-то изучать это все, читать книги Станиславского тоже. Очень... Ну, я только сейчас начинаю, потому что только все это зарождается. И я думаю, что это не единожды раз, когда я сюда приду. Почему люди становятся актерами? Они не могут в одной жизни проживать один образ или что-то другое? Мне кажется, это желание попробовать очень много разных жизней. Да, потому что когда ты актер, ты каждую роль ты другой, ты не ты. Ты как бы ты в своей жизни, но выходя на площадку, ты становишься там Тригориным, Чичиковым, да, Платоном, кем угодно. И это возможность в одной жизни прожить, ну не знаю, конечно, кому сколько ролей дадут, да, но вот я уже примерно, наверное, ролей 100 прожил. А где внутри выключатель? Вот ты только что на сцене убийца, там какой-то грозный злодей, но у тебя же тебе домой идти, любить свою, обнимать свою супругу. Выключатель там, здесь. Нет, на самом деле выключатель... Не нахамить там на остановке. Нет, выключатель – это сцена. То есть ты вышел на сцену, ты персонаж, ты вышел со сцены, ты простой человек с кредитами, с прочими проблемами, которые возвращаются в них. Ну, есть такое у нас упражнение черта, пересекая которое ты как бы все, что у тебя такое мирское, ты оставляешь за спиной. Пришел на работу, ни о чем не думаешь, только о работе. Работу закончил, перешел эту линию, ты все как бы. Но работу почему-то все время тянешь домой, потому что так, как эту роль сыграть, как это сделать, как бы большая часть работы актера – это домашняя работа, и ты поэтому свое свободное время еще и дальше продолжаешь делать работу. Основная категория участников вот этих мастер-классов, кто это? Люди более молодые, которые себя ищут, или те, которые уже определились и действительно поняли, чего они в жизни хотят? Я тебе скажу, что на самом деле тут не сказать точно, потому что иногда прям курс набирается, это люди от 13 до 18 лет. То есть мы хотим, и тишина, все другие молчат. Потом неожиданно могут начать писать люди от 25 до 35 лет. То есть мы хотим, и их прям много. А потом неожиданно просыпается следующий слой, да, это там от 35 и до 60. То есть мы хотим попробовать, мы хотим поучаствовать, мы хотим проверить себя. Поэтому тут нету возрастного ограничения. Тут главное, чтобы в душе жил ребенок, и он хотел как похулиганить, наверное, правильно сказать, как-то пожить, посуществовать и попробовать какие-то другие формы существования. Люди сюда приходят для того, чтобы научиться актерскому мастерству, чтобы в дальнейшем выйти на сцену, или кто-то преследует какие-то другие цели? Ну, форма наших курсов, она не позволяет человеку, наверное, выйти на профессиональную площадку. А вот для себя, для саморазвития, чтобы выйти на площадку своей собственной жизни, я думаю, это вот как раз больше подходит, потому что мы даем какие-то определенные инструменты, которые людям потом помогают в дальнейшем чувствовать себя в обществе посвободнее, пораскованней, быть чуть поярче. Но опять же, всегда работа – это человека над собой. То есть мы даем инструменты, а там уже кто как ими будет пользоваться. Кто-то через 2-3 занятия уже показывает такие результаты. Вот девочки давали интервью, они прям
земля и небо. За 3-4 занятия, но они работали. Если все будут актерами, кто будет зрителями? Ну, знаешь, я как бы, будучи актером, я очень люблю ходить в театр и смотреть спектакли, когда у меня есть такая возможность. Поэтому я думаю, в зрителях беды никогда не будет. Тебе вопрос как профессионалу. Что бы ты показал Станиславскому, чтобы он поверил? Ой, мне кажется, трудно ему что-то показать, чтобы он сказал «верю». Но я бы показал себя настоящего. Все, Вот уничтожил. так вот, так. Уничтожил. Все. Всем- Спасибо. Да, я желаю дальнейших Все, успехов. спасибо, что Ага. забежала. Испытано на себе.